Здесь, в небольшом селе Осуга, в 1500 километров от своей малой родины, погибли наши земляки, солдаты Великой Отечественной. В братской могиле захоронено 798 советских солдат и офицеров, большая часть из северных регионов нашей страны. Тогда, зимой 1942 года, сюда прибыли бойцы лыжных отрядов и кавалеристы. В благодарность защитникам столицы Родины на железнодорожной станции Осуга установлен памятный знак. Сегодня возле него активисты символично высадили 3 сирени. Решили, собственно говоря, сделать вот этот памятный знак. Нашли камень, местный гранит, притащили, поставили, заказали плиту, очистили вот эту вот территорию. Добрые люди нам помогли с оградой. Всего за годы войны из военкомата в Коми ушли на фронт 170 тысяч человек. Через особые мобилизации формировались и наиболее подготовленные отряды специального назначения, в том числе лыжные батальоны. Лишь несколько лет назад, благодаря большой архивной работе, удалось установить, что значительная часть того самого батальона была сформирована из призывников Коми, Мурманской и Архангельской областей. Это место боя стало для них последним. А здесь не просто еще и чувство гордости охватило за то, что вот именно на этой земле захоронен, надеюсь, что захоронен мой дедушка. Кузнецов Никита Александрович, старший сержант, вот как раз 83-го лыжного батальона, в январе 1942 года погибший здесь, на этой земле. Однако установлены пока не все имена. Есть вероятность, что количество уроженцев Коми-края в батальоне было значительно больше. Несомненно, работа по сохранению памяти о погибших солдатах будет продолжена. Кроме того, участники сегодняшней акции решили в свой визит познакомить жителей Ржевского края с культурой и традициями народа Коми, чтобы стать еще ближе друг к другу. Ольга Ладыгина, телеканал Юрган, село Осуга, Тверская область.